Тукан выедем, часов 8 выедем. Должны в 11:30 там быть. Вот, ну, где-то... Ну, запасы. Да, в 7:40 надо, чтобы... Как сегодня. Да. Сегодня мы опоздали на 3 минуты. Которые заставляют осознать неповторимость нашего Отечества и его судьбы. Уникальной истории Дальнего Востока и удивительных людей, которые его любили, исследовали, изучали. В эти дни по инициативе правительства Республики Саха-Якутия стартует научная историко-краеведческая экспедиция «Пути великих свершений» по маршруту Алгон-Гаринской экспедиции Владимира Клавдиевича Арсеньева, которая состоялась с 18 ноября 1917 года по 31 января 1918 года. Наследие Владимира Арсеньева трудно переоценить. Русский путешественник, ученый, географ, этнограф, известный писатель, исследователь Дальнего Востока. Маршрут экспедиции 2020 года намечен по старинным тропам, автозимнику, историческим местам и населенным пунктам района в составе группы ученых, краеведов, историков, кино, фото, документалистов, общественных деятелей и членов Русского географического общества. Основными целями экспедиции обозначены изучение тех изменений, которые произошли на территории нашей области и Хабаровского края за последние 100 лет, сравнительно с описаниями и картами дневника Владимира Арсеньева. Но подробно об этом проекте я приглашаю поговорить нашего гостя Георгия Дмитриевича Никонова, заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия, постоянного представителя Республики Саха-Якутия по Дальневосточному федеральному округу. Пожалуйста. И пожалуйста, вам слово. И хотела бы поприветствовать еще и членов экспедиции, известных людей. Это Вадим Петрович Николаев, заместитель постоянного представителя Республики Саха-Якутия по Дальневосточному федеральному округу, Егора Егоровича Борисова, отличника здравоохранения Российской Федерации и Республики Саха, заслуженного врача республики, доктора медицинских наук, члена Якутского республиканского отделения Русского географического общества. Я очень рад выступать в Биробиджане именно в этом зале, этой библиотеке. Мы благодаря нашему другу Валерию Соломоновичу мы презентовали наши книги «Пути великих свершений». Валерий Соломонович, аплодисменты. Презентовали наши книги «Пути великих свершений». Первый путь до Аяна 1200 километров, дороги нет. В основном идет с Майя по реке Майя до Нелькана, и потом через хребет 241 километр до Аяна. Вот река Майя, идут экспедиция. Вот машину толкали по горам. Это уже Аян. Вот на берегу Охотского моря. Приехали, называется. Вот, зимой 17 года была у нас экспедиция Николая. Известного в нашей области и за ее пределами. Пожалуйста, Валерий Соломонович. А еще подарок. Еще подарок. Подарки это замечательно. Это еще не все. Да, а здесь Вы держите, я потом заберу это. спасибо огромное. А если слово, то давайте вы сперва, а я потом поведу. Ну, добрый вечер. Мы вот когда ездим в экспедиции, да много узнаем. И не ради поездки мы едем, а ради вот того, чтобы побольше узнавать, да? Вот осенью мы были в Сахалине, и там разговаривали с руководителем местного отделения
Русского географического общества. И он попросил, когда вы едете, говорит, людям объясняйте. Я вот хочу задать вопрос старшеклассникам. Когда закончилась Вторая мировая война? Знают, А? наши старшеклассники знают. Товарищи военные, сзади далеко. 2 сентября 45 год. Когда? 2 сентября 45 год. Ага, молодцы, вот. Это очень радует. К сожалению, многие это забыли, да. И на сегодняшний день страна, в целом страна, только празднует одну половину победы, 9 мая. А вот 2 сентября 1945 года эта война закончилась на Дальнем Востоке, последний бой это на Сахалине. 50-я вот параллель, которую показывал Георгий Дмитриевич, да, это вот конфликт России с Японией тянулся аж с 1904 года, с порта Артура. Когда мы, Россия, потерпели поражение и отдали японцам южную часть Сахалина и Курильские острова. Затем дальше пошло во время гражданской войны, весь Дальний Восток был оккупирован японцами. После вот эта молодая советская власть, Дальний Восток, Волочаевские дни, вы знаете лучше меня, освободила, и Дальний Восток освободился. Но вот эта южная часть Сахалина и Курильские острова остались. 2 сентября, вот когда война была нам говорит это, самая святая для евреев считается это их история. Это святая святых книга об истории еврейского народа. Это единственный народ в России, который так ценит свою историю и им руководствуется. Мы все народы, которые проживают в России, должны также ценить свою историю. Якуты, русские, чукчи, эвены, украинцы и так далее, которые все проживают. Мы должны знать свою историю. На сегодня идет массовое натравление на нас. Все наши эти подвиги наших предков Сибири, Дальнего Востока. Вот таким людям. Это были настоящие герои. Их надо ценить, их надо обожествлять. И в первую очередь это вам надо, молодежи, помнить. К сожалению, на сегодняшний день многие уезжают, потому что мы не смогли им бить это вот любовь к родине. Мигрируют за границу и так далее. Якутии за ту большую работу, которую они делают по сохранению истории Дальнего Востока. Вы знаете, когда-то, лет 10 назад, да, Кириллович, мы встречались, он, я, еще несколько человек, и мы долго сидели и спорили об истории заселения этой территории. И вот после этого, в одном из первых номеров, который он вышел, вот этой книги, шеститомника на сегодня, есть его вступление, где сказано, что результатом явилось, так сказать, вот это обсуждение истории заселения. Действительно, знаете, вот если вы почитаете, а доступ у каждого есть, познакомиться с этими книгами в нашей областной библиотеке, во многих библиотеках и в школах, потому что первые тома, по-моему, первый, второй, там, третий, четвертый наши гости подарили многим нашим библиотекам, во многих организациях это есть. Там очень интересная информация об истории освоения Дальнего Востока. Действительно, начиная с Ермака, Бекетова и другие первопроходцы, которые были, они основали Якутск, там 300, сколько уже, 370, да, или 300 с лишним? Скоро 400 лет назад основали Якутск, и потом по северам вышли на Аян, на Камчатку, на Аляску, которую мы потом продали, потому что она нам была не по силам и не нужна была. И затем уже началось освоение нашего юга, Дальнего Востока и так далее. И вот вся эта информация, интереснейшая информация, изложена вот в этих книгах,
пути великих свершений. Второй том, где как раз есть информация о Москвите, Хабарове, Пояркове и других землепроходцах, и Муравьево-Амурском, Невельском, она находится во втором томе и выставлена на сайте «Историческое и культурное наследие Еврейской автономной области», согласие разработчиков. То есть они сделали огромную работу по истории освоения Дальнего Востока. И вот сегодня, сейчас вот рассказывали о том, что вот эти последние несколько лет они организовывают интереснейшие экспедиции, сложные, интересные экспедиции по северам, по Дальнему Востоку, узнают много нового, скрывают все то, что мы забыли уже, а то, что было, и доводят до жителей, до всех желающих. И вот и сегодня та экспедиция, которая проходит по местам похода, местам, которые посетил Клавдий Арсеньев. Это интереснейшая, конечно, экспедиция будет, но продолжается. Они сегодня побывали в Смедовиче, музее здесь, и завтра едут через Исково, Куканы и дальше. Я думаю, что выйдут материалы этой экспедиции, интересный сайт этой организации. То есть можно много интересного, нужного и важного узнать для каждого из нас. Это наша история, которую надо любить так же, как и любят наши гости. Я бы хотел поблагодарить наших друзей за ту большую работу, которую они делают в этом направлении, и за желание побывать у нас в Биробиджане, познакомиться с нашей культурой, нашей историей и привлечь нас к проведению таких экспедиций. Экспедиция Арсеньева — это 2020 года, он был здесь и раньше, он даже несколько раньше был и в Бере, он и уголь там искал для того, чтобы снабжать нашу российскую армию и так далее. Поэтому много интересного они знают и расскажут еще об истории освоения нашего Дальнего Востока. Еще раз большое спасибо, всего вам самого доброго. Спасибо, спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до новых встреч, и будем ждать с нетерпением отчета. Вопросы еще, не прощаемся, пожалуйста. Вопросы, ребята? Большое спасибо экспедиции с Якутии. В прошлом году был в Якутске, я в Якутию влюблен, как руководитель Русского географического общества в этой линии. Большое спасибо этой экспедиции. Очень нужная работа, очень важная работа, прекрасная презентация, согласитесь. Поэтому большое вам спасибо. Вопросы из зала, ребята? Есть вопросы? Коллеги, пожалуйста. Представьте, пожалуйста. Я журналист Михаил Клименков. Скажите, пожалуйста, все-таки вот так коротко и обобщенно. Вот вы исследуете, ведь что произошло через 100 лет. Вот вы уже видите какие-то, то есть действительно, какие изменения произошли на территории, которую вы сейчас проходите. Вот сегодня были в Смедовичах, и нам показали карту. И весь берег заселен станицами Амура, которые казачьи, и там сказали 12 станиц было по Семеновическому району. Осталось только Тельмана, который сейчас поселок, и больше ничего нет. Но это как бы показывает, что действительно все не в том смысле все разрушается, а в том смысле, как идет и прогресс, и развитие, в каком направлении, и в каком виде. И хотя бы начиная с этого. И я думаю, вот по экспедиции этой, тогда вот по пути Арсеньева жили, в основном местные народы, плюс русские крестьяне, которые занимались охотой и лесом. Рубили лес, скажем тогда. А сейчас вот те, которые именно через хребет, именно через это, ничего нету. Поэтому, наверное, тоже хозяйство развивается
других направлениях наводненных. И развитие идет, я так думаю, сколько народу живет, это именно из-за того, что там сколько человек может прокормить эта земля, сколько, с чем может прокормить эта земля, от этого зависит, наверное. Но и чисто этнографической точки зрения мы встречаем вот в дневнике Арсеньева очень много народов жило. И венки, гольды, как он пишет, это нанайцы, как мы знаем. Якуты жили очень много. И он не пишет, что это откуда-то приехали, а они жили и живут постоянно. Так что именно такой крупный исследователь, как Арсеньев, если бы какой-то народ там приехал, пожил, уехал, он бы сказал, да, тут они жили, уехали. Приехали на заработки, уехали. А он пишет, что тут семьи, дети, они живут здесь. Так что какой-то показывает, что вот якуты жили в еврейской автономной области. Население тоже было, а сейчас нету. Поэтому идет... По итогам исследования вашего уже сравнительного такого, какая работа будет проведена? Ну, мы, во-первых, вот два оператора у нас, вот Семен скромно там сидит, и вот Дмитрий, мы должны выпустить несколько телепередач. И плюс материалы, то, что мы накопили, мы в будущем мечтаем сделать фильм. Конечно, у нас уже не получится, как National Geographic или «Моя планета» там, со всеми эффектами 5G, 4G. Но думаем, какой-то будет этот материал, который мы должны показать. И в то же время мы сейчас начали делать такой формат, флипбук называется, которым хотели бы весь вместить наш материал, потому что 1000 фотографий, очень много съемок остается пустую, потому что телепередача, вы знаете, там немножко только может идти. И флипбук, это именно мы хотели бы вместить почти весь материал туда. А принцип такой, вот фильм «Гарри Поттер» же есть, там картинка начинает говорить, да? Вот мы хотели бы там поместить в этой книге, в флипбуке, допустим, первые кадры сегодняшней нашей встречи. А если будет нажимаешь, она будет показывать всю, ну не всю, но которые там совершенно другом языке разговаривают. Детям, студентам, простым жителям, всем нашим людям, которые интересуются историей. И мы призываем, чтобы это была, воспользовались сколько угодно, ну долили сколько. Давайте делать. Пожалуйста, вот вопрос молодежи как раз. Я бы просто хотела от имени юной армейской Кемеровской автономной области сказать вам спасибо за интересный рассказ и прекрасную презентацию. Мы бы хотели вручить наш вот небольшой буклет от наших экспедициях, уже двух экспедиций нет. А вот эта маленькая флешка, здесь вот 6 томов, это 9 килограммов прекрасной финской бумаги. Все вмещается в такую флешку, и вам вручаем. Да, спасибо. Еще вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Рузана. Я хотела бы спросить, сколько по времени вообще заняла вся экспедиция? Сколько времени занимает вся экспедиция? Да, пожалуйста. Ну, мы вчера собрались в Хабаровске. Вот, 3 человека прилетело с Владивостока, Якутска, 2 человека, 3 человека, яхта-машина приехала с
Владивостока и Хабаровска остальные. Поэтому сегодня считаем начало экспедиции вчера. Мы вчера работали в музее Миграды. Поэтому с 19 по 24 февраля получается у нас. Очень холостых, неженатых евреев, да? Это тоже. Так, еще. Фактически вот 22-24 года, ну, еврей должен жениться. Фактически. У них. Да, у них. Ну и вообще такая душа сегодня, да, чувствовалась? Да. Уважение к народу. Кроме синагоги, что-то еще произвело впечатление? Кроме синагоги, Библиотека. Библиотеки. Областная научная библиотека. Музеи мы были. Музей. А музей вам понравился? музей, конечно, экспонаты там уникальные есть. Вы самый внимательный слушатель сегодня. Есть экспонаты очень уникальные музея, да. И это в целом это история освоения и так далее. Это Хорошо представлено. тоже, да. И я прошу прощения, кстати, и были книги по Арсеньеву, то есть память Арсеньева тоже там не в развитом таком плане, но вместе с тем есть материалы, с которыми можно работать. Видите, пожалуйста, значит, у вас сейчас теперешняя экспедиция Смедович, Биробиджан, и Свистковая Кукана. Куда дальше? Так, Кукана. Что дальше? Нет, мы возвращаемся и это... Нет, возвратятся, да? Хорошо, спасибо. То есть из Кукана возвратятся, да? И поедут в Комсомольск, да? Да, из Комсомольска. Но это уже другая как бы экспедиция. Почему? Нет, Это же это- экспедиция, это- просто она будет с другого конца. Да, с другого конца. Завершаться. Это непроходимая серьезно остается 200 лет. А куда из Комсомольска? Сейчас Георгий Дмитриевич точно вам скажет. Ой, спасибо. И дата сегодня такая Ну, красивая. говорю, Да? я сам удивился. Да, спасибо. Простите, пожалуйста, Сейчас а из Комсомольска куда вы? Маламыш, Жуен, Маламыш, Жуен, Джуен, Жуян, Джуен, Жуем, Жульен. Николай. Такое грибное блюдо. Посмотрим. Это тоже входит. То есть Это в Кукане вы будете завтра, да, и вернетесь сюда. Да, обратно. И с той стороны будем заезжать. Потому что середина, я показывал, проходим. С праздником наступающим. Спасибо. да, пойдемте, наверное, внизу. А вы раздевались тоже внизу? А у нас переходов не дали, получается. Не говоря, он в оленях и лошадях прошел. На самом деле, удивительно. Люди были железные. Удивительные люди, да.